деткам. Деткам? Да. А откуда детки, ты знаешь? Да, бедненькие. Пятилетний Игорь вместе с мамой радостно складывает в пакеты самое дорогое – любимые игрушки. Через несколько дней их вместе с одеждой передадут переселенцам из зоны боевых действий. Детские вещи, там несколько чашечек, даже тарелочка детская внук положил. Подушки, игрушки. Но есть немножко взрослых вещей там. Ну, все женское, у нас мужчины взрослого нет. Вот самый мужчина у нас один. Тяжелые пакеты от маленькой одесской семьи с трудом умещаются в нашем автомобиле. С такими людьми мы встречаемся каждый день по несколько раз. Одесситы передают одежду, продукты и предметы первой необходимости. Но этим дело не ограничивается. Например, это двухэтажное здание частные предприниматели готовы отдать переселенцам как временное жилье. И совершенно бесплатно. Раньше здесь располагались офисы, но в последние годы помещения пустуют. Здесь 5 больших комнат. В них можно поселить несколько семей. У нас есть свет, вода, санузлы есть. Некоторые комнаты мебелированы и кондиционированы. Готовы дать для расселения людей безвозмездно. От 40 до 50 человек можем поселить. В здании нужно сделать генеральную уборку и небольшой косметический ремонт. Работы займут всего несколько дней, а волонтеры, возможно, помогут обставить помещение. Мебели здесь нет. Звонки со всех районов города поступают в нашу редакцию круглые сутки. Некоторые привозят гуманитарную помощь сами. Например, этот мужчина. Он не захотел давать интервью, но привез несколько упаковок продуктов питания. К тому, кто не может приехать сам, отправляются наши сотрудники. Уже за эту неделю количество звонков, думаю, уже превысило 600. Люди предлагают абсолютно все. Предлагает кто-то жилье, кто-то предлагает автомобили. Звонили такие, которые предлагали, что могут трудоустроить беженцев. Каждый день на телефон нашей горячей линии поступает более 100 звонков. Помощь предлагают с утра до вечера. Многие спрашивают и номер банковского счета, на который можно перевести деньги для одесских пограничников. Вся гуманитарная помощь, которую собрали неравнодушные одесситы, сейчас находится у нас в редакции. В первую очередь это одежда. Есть очень много детских игрушек, продуктов питания и предметов первой необходимости. Все эти вещи будут переданы переселенцам из Донецка и Луганска. Все, кто хочет помочь этим людям, могут обращаться к нам в редакцию по номеру горячей линии 709 10 10.